Приветствую всех! Меня зовут Раиса Зубарева, и вы на канале Движение за независимость Саха. Сегодняшняя тема у нас – это запрет интернета. Что известно на сегодняшний день? С 1 марта 2026 года государство получит юридическое право изолировать российский интернет от всего мира. На самом деле это не слухи, это официальный документ, уже утвержденное постановление правительства номер 1667 от 27 октября 2025 года, и называется он «Правила централизованного управления сетью связи общественного пользования». Согласно этому постановлению, органам власти будет передано централизованное управление интернетом. Документ вступит в силу 1 марта 2026 года. Этот документ закрепляет механизм, по которому Роскомнадзор, Минцифры и ФСБ смогут централизованно управлять всей связью в стране. Эти органы получат полномочия вручную менять маршруты трафика, блокировать любые сайты, а в случае возникновения угрозы безопасности блокировать и весь интернет, то есть изолировать Рунет полностью от внешнего мира. Сами угрозы будут определяться специальной межведомственной комиссией при ФСБ и Роскомнадзоре. И вот здесь кроется главный юридический нюанс. Решения этой комиссии не будут подлежать публичному контролю и не будут требовать решения суда. То есть, если эта комиссия решит, что есть угроза, то интернет просто отключат. А спорить в реальном времени это будет невозможно. Как это будет выглядеть технически? ТСПУ – это устройство противодействия угрозам, которые фильтруют интернет-трафик. Несколько лет уже операторы связи обязаны были устанавливать такие устройства у себя. То есть через эти устройства Роскомнадзор уже имеет возможность замедлять YouTube, блокировать VPN, ограничивать доступ к нежелательным ресурсам, включая различные мессенджеры. А с 26 года, с 1 марта, эти устройства станут частью единой системы управления интернетом. По сути, в руках Роскомнадзора окажется единый пульт управления сетью, и они смогут действовать так, как им захочется. Например, они смогут полностью перекрыть трафик серверов Google, Amazon или Microsoft. Что это будет означать для обычных пользователей? Не будет обновляться Windows, не будут, например, работать игры в Steam, не будет возможности совершать онлайн-покупки. И, наконец, не смогут работать бизнесы, которые используют зарубежные серверы. Ну и много других проблем возникнет с этим. На этом фоне активно обсуждается еще одна инициатива – это выход в интернет через госуслуги. Об этом уже заговорили на всех уровнях, от блогеров до чиновников. Законопроекта пока еще соответствующего нет. Но вообще, кто же им помешает, как говорится, да? Очень часто мы видим, как инициатива, которая только-только начинает обсуждаться, быстро превращается в закон, который тут же, буквально немедленно, принимается российскими депутатами и вступает в силу. Так что здесь обольщаться, что этого-то уж точно не будет, тоже не стоит. В общем, предполагаемая схема, она в целом простая. Чтобы зайти на какой-нибудь сайт или оставить комментарий, посмотреть видео, нужно будет авторизоваться через госуслуги. Те, кто эту идею поддерживает, они прикрываются двумя причинами. Первое – это защита несовершеннолетних от контента 18+, и вторая – это борьба с ботами, мошенниками или экстремистами-сепаратистами. На самом деле это называется тотальная идентификация. Если каждый вход, каждый лайк, каждый комментарий будет связан с госуслугами, то есть паспортом и всеми остальными данными человека, то фактически анонимность в интернете исчезнет полностью. Если сейчас ФСБ и Роскомнадзору нужно, например, найти комментарии у нежелательных СМИ и перелопатить для этого очень много там страниц, то когда они такой закон примут, делать этого им не надо будет. У них уже все будет видно, все и все будут видны как на ладони. И здесь три главных риска для граждан.
Первый – это приватность. Ее и так-то было ничтожно мало в последние годы. Сейчас и вовсе не будет. Второй риск – это риск утечки данных. Да, все данные человека могут стать товаром, потому что никто не сможет гарантировать безопасность такой системы. Третий риск – это риск уголовной или, в лучшем случае, административной ответственности. Пока что наказание грозит только авторам контента. Ну вот, например, мне грозит такое наказание. А если примут выход в интернет через госуслуги, то ответственность будет распространена вообще на всех пользователей интернета, на обычных пользователей. За лайки, за комментарии, за просмотр запрещенного контента, за поиск запрещенного контента и так далее. То есть можно сказать, что ворота в ад в этом случае уже будут открыты настежь. Да, Россия окончательно превратится в цифровой концлагерь. Обе эти идеи, идентификация через госуслуги и управление централизованным интернетом посредством специальных устройств – это единый механизм, который направлен на создание полного контроля над интернетом. Сначала проверка личности, потом фильтрация контента, и в итоге государство получает полный цифровой профиль человека. То есть у них будет вся информация о вас. Кто вы, на что вы подписаны, что вы читаете, что вы ищете и что вы пишете. Уже сейчас некоторые регионы применяют подобные техники, в том числе и у нас в Республике Саха. Почему все время отключают связь? Почему все время барахлит Telegram, не работает WhatsApp и прочее? Никто никому не может дозвониться, не работает безналичная оплата, лежит навигация, нет доступа к камерам видеонаблюдения. Все по той же самой причине – блокировка интернета. И ведь при этом никто не делает перерасчетов за периоды отключения. Операторы говорят, что они не виноваты в отключениях. А между тем, с точки зрения права, нарушается ряд статей Конституции. Это статья 23. Тайной переписки и неприкосновенности частной жизни. Это 24-я статья Конституции. Запрет на сбор и распространение информации о частной жизни лица без его согласия. И статья 29, то есть право на свободу мысли и слова, право искать, право получать, распространять информацию, а также свобода массовой информации и запрет цензуры. Так нужно ли нам, жителям Республики Саха, такое государство? У нас зима 9 месяцев в году, то есть условия для жизни и так экстремальные, а они хотят нам еще усложнить нашу жизнь. Не лучше ли нам жить без России, самостоятельно, независимо, без системы подавления, в которой нельзя свободно говорить, думать и даже выбирать, что читать? Я думаю, что нет. Нам нужно свое независимое государство. И чем сильнее будут давить сверху, тем настойчивее мы должны говорить об этом. Всем спасибо. До свидания.